Мен өзім жалғыз баламен тұрам, бізде мама жоқ. В моем случае человек был не готов, и я был якорем для того, чтобы вырваться в новую жизнь. Ну, в дальнейшем, как мог, удерживал этот брак, какими способами владел, такими и удерживал, но не получилось. В конце столкнулся с тем, что человек сказал, что хочет жить отдельно, свободно. Сейчас я никаких обид на этого человека не держу. Когда-то для меня это был, что ни на есть, первый враг в номере один. Ну, в единственном списке, я бы так сказал. Но сейчас я понимаю, что, ну, такой человек, да, такая жизнь, такой человек. Альхамдулилля, зато у меня есть сын. Баламен жалғыз қалған кезде ең ауыр бастапқы сәті не болды? Было сложно принять, что у меня болеет ребенок, допустим, очень было сложно. Альхамдулилля, сегодня, на сегодняшний день 90% вообще полностью все восстановилось. Ну, вот было сложно принять его судороги, было принять его психическое эмоциональное состояние, когда он мог просто орать, кричать, кусаться, вот, допустим. Вот это было сложно для меня в начале. Сейчас мы с ним угораем, прикалываемся, я могу там подзатыльник дать, пинок дать, он отвечает, там стоит мне что-то, вот так, знаешь, со мной разговаривает. Это все прошло. Вот вначале было сложно. Принятие. Здесь надо говорить правду. Мне помогает в этом очень сильно мои сестры. Төрт әпкем бар. Олар маған көмектеседі әрқашан. Мамам қасында, әкем қасында. Олар көмектеседі мысалы. Но любовь родной матери никто не заменит, дегендей. Я это, наверное, рассказываю для тех ребят, которые не готовы были брать ответственность. Допустим, мы привыкли в мире, что отцы оставляют детей. А тут получается наоборот, что отец остался с ребенком один. Я хочу вам сказать, да, этим ребятам, чтобы не отчаивались. Брали ответственность на себя. В этом ничего страшного нет. Вначале сложно, потом привычка появляется. А после привычки осознание приходит. После осознания видение появляется. Ты начинаешь более видеть абстрактно свою жизнь, своего ребенка. Это очень круто, когда у тебя есть возможность передать своему сыну то, чем ты сам владеешь в плане знаний, умений, способностей, да. Ты можешь этого ребенка сделать, не знаю, чемпионом, можешь сделать его крутым айтишником, я не знаю, инженером. Все, что ты можешь делать сам. Все зависит от тебя, твоего вот видения. Бояться ничего не надо в этой жизни. Все дается от Аллаха, от Всевышнего. И надо это воспринимать как нормально.